Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Уже совсем скоро Якутск вновь станет центром притяжения креативных индустрий всего Дальнего Востока. Международный форум под названием «Создан на Дальнем Востоке. От творчества к экономике» расширяет свои границы и в этом году пройдет не только на профессиональных площадках, но и в самом сердце города, превратившись в масштабный городской фестиваль. О том, что представят на форуме якутяне, представители креативных индустрий, сегодня нам сами и расскажут. Они у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, что вообще сделать для того, чтобы в Якутии креативные индустрии развивались? Вообще, креативная индустрия, что это такое? Да, понятно, что мы давно про это говорим. Традиционно мы к ним относим моду, кино, анимацию. Но вот, допустим, мое глубокое убеждение, то, что, скажем, мы, НВК «Саха», да, тоже представители креативной индустрии, потому что мы тоже производим, собственно, контент, креативный продукт. Вот, ну, может быть, Вера, начнете? Ну, и вообще сразу добавлю, да, что исторически как бы так сложилось, что креативные индустрии, они в принципе присутствуют везде, да, окружают нас, так же, как сейчас IT, да, вот если мы говорим про IT, то оно тоже везде. И сейчас то же самое происходит и с креативными индустриями, да, в каждой профессии есть креатив. То есть даже вот вы, ведущие, да, на НВК, производите креативный контент, который потребляют телезрители, да, потом вот Фектис, допустим, да, он является дизайнером, при этом дизайн у нас присутствует не только там в анимации, в кино, да, это и мода, и ювелирные украшения, да, и это даже промышленные какие-то объекты могут там быть. И вот тут сейчас у нас сегодня собрались вообще, в принципе, представители разных направлений креативной экономики, я бы даже сказала, да, институты развития, вот представитель корпорации развития Якутии, да, я представляю фонд развития инноваций, тут у нас есть представители от квартала труда, да, и непосредственно от креативных отраслей. Сейчас, конечно, идет очень такая интенсивная поддержка, я бы даже сказала, да, креативных индустрий, когда креативщики поддерживаются не только вот на местах, да, но и на федеральном уровне. Ага, ну, о поддержке мы поговорим. Сначала хотелось бы вот подробнее немножко с самими представителями индустрии, да. Феликс, вот расскажите... Феоктист, простите. Нормально. Так, ну, я бы добавил, что грядущий форум – это очень важное событие, потому что у нас в республике на самом деле очень много талантов, очень много креативных, скажем так, людей. И я думаю, что этот форум дает возможность создать такую экосистему, где могли бы встречаться айтишники, киношники, дизайнеры, в общем, разные творческие люди. И это может дать большой такой прорыв, толчок в развитии. И поэтому наверняка я считаю, что вот это мероприятие, оно очень важно в этом моменте. И, конечно, бы почаще такое делать. Ну вот вы 3D-художник и сейчас собираете команду. Да. Что за команда, кто вам нужен? В общем, если проще говоря, мы занимаемся созданием мультсериала своего собственного. Вот, и в данный момент... То есть конкуренты нашего ТОККа, да? Нет, далеко нет. У нас, в общем, свой собственный продукт, оригинальный. И я специально приехал, чтобы заниматься разработкой. И на форуме я как раз буду представлять этот проект, в том числе и с поиском инвесторов, и поиском, так скажем, ну, лиц, сотрудников для команды. То есть мы собираем сейчас команду. Вот. А чуть-чуть вот можно про что сериал? Ну, вот, сериал это, так скажем, научная фантастика. То есть если изначально брать то, чем я занимался до, я постоянно создавал какие-то фантастические миры, фантастические сюжеты. И по мере того, как я развивался, я просто в один момент понял, что я хочу создать что-то свое, свой уникальный мир. И это история про двух персонажей, которые создают оружие в просторах галактики. Ну, это очень кратко, если говорить. То есть это не якутская история? Это не якутская, это прям глобальная история, которую я хочу, ну, грубо говоря, на весь мир показать. То есть просто пример того мы должны увидеть, да, как именно креативная индустрия из Якутии что у нас в Якутии можно тоже создавать на высоком уровне качественный продукт. А на каком языке будет сериал? И на русском, и на английском. И, ну, если очень все пойдет хорошо, можем и на якутский продублировать. Я считаю, это вообще не проблема. Я могу тут добавить сразу, да, что вообще креативная индустрия – это такие индустрии, которые легко масштабируются, да, и их действительно там смотрят
все, ну, жители всей планеты. То есть те фильмы, допустим, которые у нас сейчас транслируются, да, это там мы смотрим и американское кино, да, и там и индийские фильмы любим смотреть, да, какие-то там сериалы, допустим, бразильские, турецкие у нас транслируются на телевидении, да, и сейчас у нас индустрия Якутии дошла до такого уровня, что сама может производить такие продукты, которые выйдут на международный рынок. Ну вот давайте, раз уж вы про кино заговорили, может быть, нам как раз режиссеры скажут, какие, ну вот по-вашему, есть ли перспективы у якутского кино? Ну вот вы успешно вышли в этом году с проектом «Меня зовут Топтал», вот, «Открытие года», да, режиссер? Вот как, что нужно сделать кино из Якутии? То есть вы сделали кино, которое интересно всей Якутии, его с успехом посмотрели, вот. А что нужно сделать, чтобы было интересно жителям извне тоже, как вы считаете? Ну, мы, можно сказать, что научились делать кино, вот, и в республике уже якутское кино – это бренд, да, то есть есть люди, которые прямо ждут нового якутского фильма, есть люди, которые даже не смотрят, да, отзывы, а идут прямо в премьерные дни, чтобы сами стать свидетелями, да, выхода хорошего либо плохого фильма. Они сами вот приходят. Бывает, что в день премьеры заканчиваются билеты. Очень часто такое происходит. Вот. И сейчас уже, да, многие режиссеры, как я знаю, уже планируют как-то уже выходить за пределы республики, да, то есть снимать какое-то кино, которое не будет не иметь какую-то вот национальную границу. Вот. И я думаю, рано или поздно уже это случится. Потому что у нас очень талантливые люди работают в сфере кино, очень талантливые режиссеры работают. И я не удивлюсь, если очень скоро якутское кино станет международным. Ну, мы недавно видели первый межрегиональный проект, да, это была премьера фильма «Алдан», снятого в сотрудничестве с регионами, с новыми регионами. Вот. Ну и, да, конечно. И представитель моды у нас здесь тоже в студии. Здравствуйте. Тут мы вообще развиваемся как креативное агентство, но при этом к нам у нас поступила вот, ну, такая идея, что нам надо развивать. В общем, мы пришли к мысли, что у очень многих регионов есть свое животное тотемное. Ну, как бы тотем. И очень мало людей, не то что у нас в Якутии, а и за пределами тоже, не знают, что птица стерх, птица счастья, о котором у нас очень много в легендах рассказывается, они прилетают ну, чтобы вот разродиться в летнее время только к нам, только в Якутии, и мы вот хотели привлечь внимание именно к вопросам сохранения стерха, чтобы больше людей знали вообще, как реагировать. Даже больше, на эту когда Владимир птицу. Владимирович с ними летал. Ну, да, вот та популяция, к сожалению, сейчас у него более плачевное состояние, чем вот у якутской популяции стерха. И вот одним из вариантов популяции того, чтобы стерх ассоциировался с нашей республикой, со счастьем, мы решили сделать бренд одежды Айкёт. После того, как посмотрели работу нашего дизайнера Кюни Ивановой, мы подали заявку на конкурс, международный московский конкурс молодых модельеров, где мы вот в начале этого месяца приняли участие. И действительно скажу, что достойно заняли первое место. Вот наши модели, наши образы представили на большую публику. Какие еще треки будут на фестивале, на форуме? Вопрос, наверное, к организаторам. Так, добрый день еще раз. На форуме будут разные направления представлены. Это почти все направления креативной индустрии. Будут сессии направлены на кино,
на медиа, на культуру, музейная деятельность, издательское дело, в целом о развитии креативных кластеров. Еще будут направления, связанные с искусством, с музыкой. И программа форума действительно очень большая и интересная. Я думаю, каждый слушатель, который придет и послушает, как развивается сейчас креативная экономика на Дальнем Востоке, будет очень интересно. Ну и к тому, что говорилось в начале в моей подводке о том, что форум выходит за площадку, собственно, кластера, за пределы кластера труда, квартала труда и становится городским фестивалем уже, да, у нас будет еще большой концерт гостей. Гостей, да. В том числе хедлайнерами фестиваля это группа «Аюла». Будет концерт на площади, Комсомольской площади. И у нас в эфире они обязательно будут, так что следите за нашими анонсами, не пропускайте. А продолжим мы разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о развитии креативных индустрий в Якутии. И прежде чем уйти на рекламу, подробнее проговорили программу форума. И там еще будет площадка новая, сделана на Дальнем Востоке. Как она звучит? Наверное, одна из интересных площадок на форуме, гости, которые могут посетить, это витрина креативных продуктов, созданная на Дальнем Востоке. В этой витрине принимают участие 11 регионов Дальнего Востока, в том числе Якутия. Так, и в целом проведена большая работа по сбору именно продуктов, брендов, которые будут представляться на этой выставке. И на сегодняшний день их составляет 48 экспонатов. Совершенно разные направления. Регионы направили свою продукцию от брендов. Это начиная от украшений, каким-то мерчем, связанным, например, с Камчаткой. Также керамика шикарная тоже представлена, модная индустрия. И будет еще представлены интересные уже проекты, которые реализованы в регионах Дальнего Востока, такие, например, как в Хабаровске, там интересное соло, сейчас скажу. Ну, это такая дальневосточная ВДНХ получается, да, по сути? Или это выставка-ярмарка, и можно будет купить там эти образцы понравившиеся? Вот, кстати, насчет выставки-ярмарки. Выставка-ярмарка будет проходить в рамках форума. Это фестиваль «Заряд Севера», где регионы принимают участие, и какой-то продукции можно будет приобрести. А вот эта витрина, о которой вы говорите, да, она где будет? Да, витрина будет проходить в самом квартале труда на первом этаже в зале «Экспо». И это будет уже как выставочный экспонат, на которых можно будет посмотреть, может быть, взять контакты. И вот чем эта выставка хороша? Тем, что для брендов Дальнего Востока в первую очередь это такой возможность представить свою продукцию, в каком направлении ты работаешь, и такой нетворкинг, когда другие регионы могут посмотреть, заинтересоваться и пригласить вас с продукцией уже реализации в другом регионе. Но тут самое важное, ну вот, наверное, Институт развития нам Ян как раз расскажет уже подробнее, да, что главная цель же не просто потусоваться, собраться, а вот то, о чем Феоктист говорил, да, возможность рассказать, не только рассказать о своем проекте, но и, возможно, привлечь, здесь же найти и тех, с кем его осуществлять, и найти, собственно, средства, на что осуществлять, да, так, не так, такая цель. Да, но в целом креативная индустрия, они подразумевают под своим названием о том, что это именно индустрия, то есть там уже есть экономическая какая-то история. Это не просто там товары, услуги или там творчество, это именно больше с экономикой связано. И как раз начиная с нашей республики форум переформатировался, он теперь направлен больше на экономику и на экспорт. И в связи с этим у нас площадки в основном тоже как раз-таки будут работать по тем направлениям, то есть искать себе инвесторов, выходить, пытаться выйти на международные рынки. У нас также будут эксперты с международных рынков. Поэтому, да, вот форум
с этого года он будет считаться больше экономическим, нежели просто про креативную индустрию. Говоря про международные рынки, мы теперь имеем в основном в виду страны БРИКС, да? Да. Вот, что нужно, ну, вот, что нужно, какой вот потенциал у наших стартапов, у наших проектов для выхода на эти рынки? Давайте я здесь добавлю, да, вообще вот в рамках форума будет проводиться финал конкурса «Стартап-экспедиция БРИКС Плюс». Да, свою историю она начинала еще в 2019 году. Проводилась в разных форматах и в основном была направлена на IT-индустрию. Да, но с 2023 года при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики конкурс переформатировался, да, и теперь он проходит и охватывает не только IT-индустрию, но и креативную индустрию в целом. В 2023-2024 годах эта стартап-экспедиция у нас проходила только в масштабах России, охватывала именно арктические и дальневосточные регионы. Мы провели 9 конкурсов по различным направлениям. Это не только IT и геймдев, это и мода, и ювелирные украшения. Да. Затем этот конкурс, вот мы его провели, да, и поняли, что наши проекты, в принципе, уже готовы к тому, чтобы выходить на зарубежные рынки. И можно сказать, что сейчас мы будем тоже тестировать очередную гипотезу по их потенциалу. Да, то есть в рамках форума у нас пройдет конкурс «Стартап-экспедиция БРИКС», еще раз, да, напомню, по 3 направлениям. Это будет у нас кино, анимация и музыка. Там мы выберем финалистов, которые у нас получат поддержку по продвижению своих проектов за рубеж. Это будут в первую очередь, мы надеемся, что у нас страны БРИКСа, это Китай и Индия. Ну, это самые большие рынки, да, по сути. Да. А, Феокист, а вы ваш проект тоже ориентируете на Китай и Индию? Ну, не только, потому что ну, у нас вообще цель такая, чтобы выйти на площадки стриминговые. Сейчас не могу сказать точно какую, но что-то на уровне Netflix, там Amazon. Хотелось бы вообще заявить на весь мир, что ну, у нас здесь тоже есть качественный продукт, который можно показать всему миру. Но я считаю, что это прям стартовое начало, потому что чтобы заявить о себе, нужно, ну, как бы, в первую очередь, конечно, показать, что ты умеешь очень, что у нас получается, да, качественно. А потом, я думаю, что вот в последующем, когда продукт уже будет иметь какую-то аудиторию уже, узнаваемость, тогда уже можно показывать аутентичность, то есть можно уже тогда создавать какие-то, ну, уже национальные продукты, там, условно, там, ну, про наших бухгалтеров, да, рассказать, тогда есть шанс, что увидит весь мир это. Ну, такая идея. Кстати, может быть... Через качественный продукт, который мы сейчас создаем. То есть это вы сейчас советуете как человек, работы которого отмечали там Дисней, ММА, Ну да. причем работы, которые не несли Это как национальной одна из составляющей, да? Я рабочих правильно вариантов, которые, понимаю? да. Вот То есть это как- как один из рабочих Как вариантов. вообще так? Ну, Что посоветуете? Я просто... Как так получилось? объяснить? Ну, я просто свое видение выражал в творчестве. То есть я всегда хотел создавать какие-то миры, как я еще раз повторюсь, да, и в первую очередь я, когда создавал все это, я не думал о цифрах, там, о трендах, да, или о какой-то вовлеченности. То есть я просто это делал от души, я просто хотел создавать миры, и это получило отклик. То есть я тогда уже понял, что, ну, когда ты работаешь от чистого сердца, да, вот как хочешь, вот, типа, именно не следуя вот этим статистикам, аналитикам, просто создаешь то, что тебе нравится, оно обязательно откликается. То есть это всегда чувствуется, когда человек, ну, вот, создает что-то от чистого сердца. И вот этот весь мой путь привел меня к тому, что сейчас я хочу прям создавать собственное, потому что до этого я, делал, грубо говоря, фан-сервис. То есть я создавал про UFC что-то там, про Рика и Морти, про Pixar. Я сейчас просто дорос до того, что я уже, хочу свое создавать. Хочу тоже как бы оставить свой след в, грубо говоря, в поп-культуре, в индустрии, что вот у нас есть тоже возможность создавать очень крутые продукты. Валентина, а вы когда вот к съемкам фильма приступаете, да, задумываетесь, вы думаете прежде всего о чем? О том, чтобы себя выразить, или о том, чтобы... Ну, зритель всегда ожидает что-то новое. Да? Если, допустим, повторится сюжет, либо там какая-то идея, зритель на это не пойдет. Вот и когда вот появляется какая-то новая идея у меня в голове, вот, если я пишу сценарий, хочется что-то новое добавить, которое не было еще в сюжетах, в сценариях, в якутских фильмах.
Допустим, в этом году вышли, да, вот, ну, новые направления. Допустим, Диодорова против течения. Это новые локации, это бассейн, да, это на экране уже совсем, ну, визуальный другой, да, воспринимается, да, подводные съемки. Это все, опять-таки, все новое, оно привлекает всегда. Спидстар тоже, вот, фильмы с животными, это тоже в якутском фильме что-то новое, да, когда вот главный герой это вот лошадка, да, вот, и вот это тоже обязательно играет огромную роль, и вот эти фильмы собрали довольно приличную кассу. Ну, Да. особенно Диодорова. Да, Диодорова. Ну, обязательно вот то, что вот что-то новое, всегда привлекает. Я думаю, это один из ключей к успеху. Но прежде всего вы думаете о хорошо знакомой якутской аудитории. То есть тут другой подход. Да? Сначала сделать для своей аудитории, а потом уже... То есть по-разному. Да? Если феоктист хочет сначала завоевать весь мир, а потом уже делать что-то национальное, то подход, ну не только Валентина, наверное, наших киношников в целом, да, это сначала сделать, и они уже делают то, что нравится якутскому зрителю, и потом уже на этом успехе выходить дальше. Вот какой подход он? Ну, я считаю, что наверняка не важно, какой подход, главное, что, возможно, у нас одна цель – это популяризация просто нашей культуры, нашего языка и традиций. Ян, вот в Якутии выделены приоритетные креативные индустрии, для которых сформированы прямо отдельные меры поддержки. Вот давайте об этом подробнее, что это за направление, да, и почему им нужна поддержка. Ну, в целом, креативных индустрий, как вы заметили, на самом деле больше, в том числе и СМИ, даже гастрономия. Но в республике мы определили для себя приоритетные направления. Это кино, анимация, музыка, НХП, мода, дизайн, ювелирные направления и образование в креативных индустриях. Они выбрали не случайно, потому что, ну, в первую очередь мы смотрели индустрии, которые уже могут показать себя, которые имеют хороший потенциал к экспорту, и индустрии, которые заточены, то есть как бы основой для креативной индустрии именно Якутии, таких как НХП. Что? Так, НХП. НХБ это что? Национальный художественный промысел. Национальный Тоже, художественный да. промысел. Да, Давайте тоже. расшифровывать, потому что ну, не все понимают таких. Да, ну вот национальный художественный промысел тоже считается креативными индустриями. Мы в целом считаем, что вот промыслы, они как бы основа для всех креативных индустрий в нашей Якутии. И понятно, что если те же национальные художественные промыслы, они как бы исторически поддерживались ну, государством, да, в советское время, вот, то зачем, ну, как многие говорят, да, зачем нужна поддержка айтишникам, зачем нужна поддержка бизнесу вообще? Ну да, в целом креативная экономика, она формируется за счет креативной индустрии, как мы сказали. И тут нельзя упускать именно те индустрии, которые хорошо себя показывают. Если они и так себя хорошо уже показывают, может быть, им не нужна поддержка, а нужна тем, которые... На самом деле поддержка нужна всем индустриям, это вообще в целом новая экономика, поэтому поддерживать нужно всех, но мы начали вот как раз с приоритетных. Ну, просто есть такое мнение, что там никто не поддерживал известных айтишников там наших, да, которые из Якутска вышли. И, ну, среди мер поддержки для вот как раз для айтишников у нас есть инфраструктурные меры поддержки, тот же IT-парк, где у нас сидят резиденты, которые, ну, они работают, ну, то есть берут в аренду по льготной основе, их поддерживают, их там обучают, они там совместно в одной экосистеме сидят, работают, и, ну, поэтому считаем, что поддержку мы оказываем. Кроме этого, мы проводим также и акселерационные программы различные. А как вот после отбора, как поддерживаются стартапы и какие возможности открываются? Ну, давайте я тут больше расскажу, да, все-таки основные меры поддержки сейчас для IT-проектов, да, для стартапов проходят через Фонд развития инноваций. Он был открыт в 2019 году, начинал свою деятельность, да, основная программа была тогда акселерационная программа именно для стартапов. Она проходила 2 раза в год.
по 3 месяца. Тогда мы выдавали финансирование на сумму около 1,5 миллионов за опцион, ну, то есть за участие, за возможность, точнее, да, участие в компании на 5%. Он действовал 3 года. Сейчас мы, можно сказать, пожинаем плоды. Да. Понятно, что мы финансировали проекты именно на стадии такой очень низкой выживаемости, да, буквально на стадии идеи и таких каких-то минимальных продуктов, которые были разработаны на тот момент. Выживаемость у таких стартапов, она довольно низкая, да, но при этом надо сказать, что те компании, которые были проакселерированы, да, они существуют до сих пор, возможно, просто в некоторых других форматах, да, потому что в том числе на их развитие оказали влияние и другие вот факторы. Там ковид был, да, санкции налагались, не было уже возможности масштабироваться в том объеме, в котором все планировали. Потому что мы отбирали проекты, которые должны развиваться не только на территории Якутии, Дальнего Востока России, да, но и в целом иметь возможность выхода на международные рынки для того, чтобы вот, получился тот единорог, которого все ждут, да. Вот известные единороги якутские, как вы уже говорили, тоже это вот компания Майтона и InDriver. То есть те компании, которые имеют стоимость уже более $1 миллиарда. Вот. А сейчас мы компании продолжаем поддерживать, да, но уже в другом формате. Это в том числе, ну, акселерационная программа у нас сохранилась, но при этом проводятся также хакатоны, различные креатоны, в том числе вот по развитию креативных проектов, да, и мы стали больше работать с корпоративными партнерами. То есть стартапы у нас сейчас тоже учатся работать именно, развивают не те продукты, которые могут сделать для физических лиц больше, да, допустим, какие-то приложения, маркетплейсы и так далее, а больше все-таки сотрудничать с корпоративными заказчиками. Это связано в том числе и с теми санкциями, которые были введены, да, и возможностью импортозамещения программного обеспечения. То есть команды учатся работать в том числе и по заказной разработке, да, но в то же время мы и сохраняем возможность масштабирования вот этих продуктов, то есть чтобы она внедрялась не только в одной компании, но вообще с возможностью в том числе выхода на международный Давайте рынок. продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы обсуждаем развитие креативных индустрий в Республике Саха-Якутия, пользуясь тем, что пройдет вот уже со дня на день в большой форум креативных индустрий. Надежда, какие ожидания у вас от этого форума? У вашей, вашей команды, вот от вообще в целом направления моды, по которому дизайн и мода, по которому... В первую очередь мы сейчас готовимся к показу нашей коллекции. Будет показ, где примут участие, если не ошибаюсь, порядка 15 якутских брендов и, по-моему, еще 5 из регионов Дальнего Востока. Мы также примем участие. Сейчас проходят репетиции и будет очень красивый показ, который будет называться «Таинственный сад». Тоже пройдет 30 мая в квартале труда. Нет, понятно, что будет классно, будет красивый показ, я не сомневаюсь, что мы увидим какие-то... Вот, а что по итогам получат, скажем, те бренды, которые поучаствовали в этом показе? Вот, В первую очередь это нетворкинг, то есть бренды сейчас в моде создается во всем мире через общение. То есть тем больше у тебя нетворкинга, тем больше общения, тем у тебя кругозор шире и идей появляется больше. То есть в первую очередь это общение, это знакомство и также в эти дни, то есть в рамках форума планируется проведение питчинга в сфере моды. То есть я знаю, что в нескольких сферах креативной экономики будет проходить питчинг в рамках форума, но и в рамках также будет проходить в направлении моды. я примерно представляю себе, как происходит питчинг в кино, а вот в моде как питчинг происходит? В моде... То есть наметки будущей коллекции и просим денег на эту коллекцию, так получается? Грубо это, говоря. в принципе, такое же
представление, как и кино, но кино, ну, история о бренде, то есть как мы планируем, то есть это в основном экономическая составляющая, конечно же, то есть необходимо будет представить планы, экономические планы, которые мы планируем достигнуть вот через Ну, год. если будет питчинги, то, соответственно, будут и люди, которые готовы, для которых, собственно, это предназначено, да, потенциальные инвесторы, правильно? Да, я здесь могу дополнить. На питчинге мы позвали экспертов федерального уровня. Это у нас ритейлы, такие как Trend Island, Wildberries, хотим позвать Озон и так далее. Они могут нам помочь именно вывести наши бренды на федеральный уровень. К примеру, у нас существует акселерационная программа модная для брендов, где уже наши бренды, которые прошли обучение, начиная от концепции до оптимизации своих производственных процессов, они уже сейчас, наши финалисты вышли на федеральный ритейл, это Trend Island и Poison Drop. У нас всего 5 брендов, и они сейчас уже представлены, там можно будет приобрести их. Ну, вот это уже конкретика, это конкретно Wildberries, Озон, и так далее. И так по каждой секции приглашены какие-то Да, вот могу действительно еще эксперты. дополнить. Например, Конечно. мы позвали наших друзей из Казахстана, это продюсерская компания, которые будут отсматривать. Ну, в первую очередь мы, конечно, будем получать обратную связь, потому что направление музыки для нас это совершенно новая экономика, и на развитие ее мы сейчас прощупываем пути развития. И для того, чтобы сделать оптимизацию того, как должна происходить работа по выходу на мировой рынок, нужна обратная связь от экспертов как раз-таки. И тоже у нас проходил музыкальный акселератор, где... Да, мы о нем снимали даже отдельную программу. Да. И вот этот акселератор нам показал, какие у нас есть пробелы в музыке, потому что наши музыканты, они все хорошо пишут музыку. Они все очень красиво умеют делать композиции. Наши даже некоторые музыканты пишут для фильмов сопровождение музыкальное. Но у них нет менеджмента, к сожалению. Они не обучены, как нужно правильно общаться с инвесторами и так далее. Для этого мы провели акселератор, привлекли тоже экспертов разного уровня, такие как, если из наших примеров брать, это Анжелика Грин Апельсин, она нам показала, как нужно выходить из республики, как она сейчас работает. Были привлечены такие же, народный артист Альберт Кувезин из республики Тыва. И эксперты такого рода, они помогают именно сформировать правильное направление развития. То есть я правильно понимаю, цель ваша не стать таким институтом, который будет продвигать все, а научить каждого творца, да, каждую творческую группу самостоятельным навыкам маркетинга, менеджмента и так далее, чтобы... Да, наши меры поддержки, они, мы их называем умные меры поддержки. То есть это не просто выдача грантов, чтобы они там произвели свой контент. Они могут это сделать и сами, или найти в других сферах. Мы хотим именно научить их правильно выходить на мировые рынки и в том направлении. И как раз-таки... Давать не рыбу, а удочку. Да, средства также мы стараемся находить внебюджетные. И каждая мера поддержка, да, вот, которая она как бы может кастомизироваться под определенный бизнес. То есть мы не делаем так, что вот у нас есть один вот такой узкий квадрат, все туда пытаетесь войти, если у кого не получается, идите дальше. Мы стараемся под каждого оптимизировать, чтобы эта рабочая система была. А вот эта витрина креативных продуктов, в будущем она же тоже какое-то развитие должна получить логическое? Или просто вот один раз собрались, посмотрели? Нет, как раз, смотрите, для регионов и для брендов Дальнего Востока это плюс в том, что о них еще раз узнают другие представители регионов, они покажут свою продукцию, в каком направлении они двигаются, какой план у них развития, да, возможно, привлекут инвесторов и найдут новые точки соприкосновения, например, выхода на центральную Россию. На новые рынки. Да, потому что благодаря форум посетят очень много экспертов федерального уровня, международного уровня, и что-то в любом случае поможет для развития этих брендов. А какие ожидания у киношников? Давайте немножко... понятно, что все киношники сейчас ждут строительства павильона, да? большого павильона, это одно.
Понятно, что у нас успешный наш кейс вот с этими кинотеатрами «Экстрасинема». Тут, кстати, во многом, наверное, благодаря ему, да, успех якутского кино в прокате вообще. Да, дополнительные кинозалы – это плюс, конечно, кассам, потому что открылись 77 кинозалов по всей республике, да, не только в центральных. Раньше были только в центральных, да. В селах были кинозалы, сейчас уже даже в небольших сельских местностях есть свои кинозалы. Вот, то есть у жителя, да, села есть возможность также в день премьеры посмотреть новый фильм Да, у себя, ну, да, в небольшом поселке. А чего вот вы ждете от форума? Не только вы лично, а вы как индустрия? Ну, мы все всегда учимся друг у друга. Если, допустим, выходит новый фильм, мы смотрим, ну, все идем дружно, смотрим фильм и учимся друг у друга. Если кто-то снял хороший фильм, мы обязательно будем равняться на этот фильм. Да? А вот когда вот, будет проходить этот форум, мы, конечно, будем... Там же и режиссеры тоже приезжают, да, известные, Да. эксперты кино. Я слышала, что Сергей Сельянов приезжает. Да, будут эксперты, с которыми мы будем общаться, они будут делиться с нами опытом. И в кино, конечно, все зависит очень многое от опыта. Мы будем делиться друг с другом с опытом, да, и приедут продюсеры, которые будут делиться со своим опытом, который они вот сейчас работают уже в центральной России, уже они будут показывать нам свои входы-выходы и так далее. Вот. Ну, то есть и тоже возможно, какие-то получатся проекты, да, какие-то инвесторы. Ну, чего филактист ожидает, он уже сказал. Ну да, я ожидаю, что вообще в целом анимация в Якутии выйдет на новый уровень, потому что сейчас уже идет неплохое развитие. У нас есть Тундра Анимейшн, очень хорошие мультики сделали, но в целом пока что очень мало. То есть у нас вообще по анимации в данный момент. И хотелось бы, чтобы мы, возможно, показали тоже этот путь, как можно создавать мультфильмы, на какой уровень можно выйти со своим продуктом. И чего я жду от форума, ну, наверняка каких-то возможностей. Да, ну, наверное, все ждут от форума новых возможностей. Мы ждем, что креативные индустрии будут развиваться. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.